чеченском сегменте интернета развернулись нешуточные дебаты вокруг высказывания одного молодого человека, который призвал чеченцев не обниматься со своими двоюродными сестрами и женами друзей. Он утверждает, что это противоречит шариату и что Аллах запретил подобные действия. Амауши махрам боцуш бол тегри зудри марбят балар иза динан духолдохш ирч уаздоцумду. Однако чеченские националисты посчитали себя мудрее Всевышнего. Они заявляют, что чеченцы особенный народ, что они воспринимают двоюродную сестру как родную. В общем и целом, дух не одуаквайлон. Просто цан иштхадит яхи чул телефон халях саатам шинки чул эцбе да асасайгара тягара камял хакач нахшу. Кедашеш. Националисты утверждают, что у чеченцев нет шахавата, влечения к двоюродным сестрам и женам друзей, а потому они якобы могут обнимать их. Но они не понимают, что дело не в влечении, а в прямом приказе Всевышнего. Ты можешь быть кастрированным импотентом, но тебе все равно нельзя обниматься с ними, вне зависимости от того, есть у тебя влечение или нет, потому что Аллах, который создал и вас, и ваших двоюродных сестер, знает лучше. Он приказывает, что хочет, Он решает, что хочет, и запрещает, что хочет. Он наш Господь, а мы Его рабы. Не подобает рабам прыгать выше головы и спорить со своим Господом. Никто не заставляет вас жениться на двоюродных сестрах. Если существует адат, не противоречащий исламу, то шариат не только не запрещает такой адат, но даже поощряет его и обязывает людей соблюдать достойные традиции. Ислам пришел не для того, чтобы запретить хорошие адаты, а чтобы усовершенствовать и очистить культуру народов от всего порочного. Но не следует позволять себе то, что запретил Аллах, ссылаясь на свою искаженную логику и пещерный национализм. Например, ваши сестры и дочери не раздеваются перед вами, хотя они ваши махрамы, и даже несмотря на то, что у вас нет к ним влечения. По этой же логике нельзя обнимать двоюродную сестру, даже если у вас нет к ней шахавата. Нельзя и все. Так сказано в шариате. А свою философию и логику оставьте при себе. Странные вы люди, называете себя мусульманами, боретесь против шариата и при этом претендуете на рай. Ставите во главу угла свои страсти, адаты, желания и национализм. А ислам отодвигаете на 20-е место и при этом претендуете на вечный рай. Нет, друзья, так не бывает. Рай не такой дешевый, как вам кажется.